перед тем, как мы начнем, то первое, что нам необходимо, это сесть на возвышенность. Любое место, стул или подобие него, что угодно. Если мы совершаем омовение с кувшином, то первое, самое желательное сунна является повернуться в сторону кибли. Кувшин при мытье ставим с левой стороны, и когда мы доходим до мытья ног, то его переносим в правую сторону. Также является, что мы используем не менее литра воды, и чтобы сам кувшин был с крышкой. Почему с крышкой? Это для того, чтобы при мытье обязательного, чтобы наши капли воды не попадали в сам кувшин. Если есть на нас или кольца, или часы, конечно, хорошо будет их снять. Если нет возможности их снять, то при мытье сделать так, чтобы под ремешком часов и также под кольцом, где находится промежуток, то там тоже, чтобы мы обили водой, чтобы ни одно место не осталось без воды. Первое, что мы начинаем, это мытье рук вместе с кистями. То есть начинаем. А'удhu биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Я намерился совершить желательные суннаты омовения. При мытье рук мы моем руки и также пропускаем между пальцами, и та часть кистей тоже моем. Во второй раз мы читаем «Ашхаду ан ла илляха илляллаху вахдаху ла шарика лаху ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулюху». Также между пальцами пропуская и также вместе с кистями. В третий раз «Альхамдулиллахи аллази джа'аля аль-маа тахура, альхамдулиллахи аля аль-ислами ва ни'мати, астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах». Начиная с самого начала омовения и до конца, при каждом мытье, мы делаем в сердце намерение, чтобы Всевышний Аллах нам простил те грехи, которые мы совершали, теми частями тела, которые мы омываем. То есть, чтобы эти грехи у нас уходили вместе с водой. После того, как мы завершили мытье рук вместе с кистями, суннатом является сделать сивак. Самого сивака, как его делать или как его в руках держать, имеется в виду 3 пальца сверху, а 2 с внутренней части. Сивак мы начинаем с угла до середины зубов, также с нижней части до середины зубов, и также с противоположной стороны до середины. И это мы делаем 3 раза. И читаем дуа примерно. Аллахумма байз бихи аснани, ва шудда бихи лисати, ва саввит бихи лахати, ва барик ли фи я архамар рахимин. После того, как мы 3 раза провели, начиная с горла к краю языка 1 раз, и также верхней части неба также с горла до зубов. Мы завершили сивак. После сивака у нас идет промывание рта и носа. При промывании рта и носа мы также набираем воду и одновременно берем в рот воду и также в нос. При полоскании рта и носа первое мы берем в рот, а после этого в нос. И после во рту промываем рот, высмаркиваемся с левой рукой и плотное промывание рта производим. И после этого выплевываем воду. При выплевывании воды тоже хорошо будет, чтобы она не разбрызгалась водой, или приподнять тазик, или чуть подойти поближе к тазику и выплюнуть. А те люди, которые держат уразу, то им плотное полоскание рта лучше не делать. Почему? Есть вероятность того, что человек может проглотить воду. Все это мы делаем 3 раза. Первый раз мы читаем шахадат. Ашхаду ан ла илляха илляллаху вахдаху ла шарика лаху ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулюху. Во второй раз мы читаем Аллахумма а'инни аля давами зикрика ва шукрика ва хусни ибадатик. Аллахумма арихни раихата аль-джанна. Аллахумма инни ас'алука аль-афва валь афията фид дарайн. И в третий раз астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах. После того, как мы закончили полоскание рта и носа, мы переходим к следующей сунне. Это если у человека густая борода, имеется в виду, то ему желательная сунна является взять воду и, разделяя бороду, снизу омыть те участки волос, которые находятся на лице. То есть брови,
борода, усы промочить. И следующим также является сунной. Это убирать слизь, который находится на уголках глаз. Если на уголках глаз у человека есть слизь, то он обязан помыть. А если его нету, то в этом случае является сунной помыть уголки глаз. После того, как мы помыли все участки волос на лице и те уголки глаз, мы переходим к обязательному мытью лица, то есть к фарзу. При мытье лица, первое, как мы проводим сейчас, мы делаем намерение, я намереваюсь выполнить обязательное омовение. При мытье лица в первый раз, основные, которые мы можем совершить ошибки, это выходя за границу желательного промывания лица. То есть мы можем оставить желательное, имеется в виду желательное, это если ставить руку, это на сет, верхняя часть, или на уши, то эта часть является желательной. Если мы при мытье лица, оставляя желательное, переходим, то в этом случае вода становится использованной, и мытье лица становится незавершенной. То есть человек полностью не делает омовение. В этом случае у человека нет омовения, а без омовения у нас намаз уже будет негодным. Поэтому при мытье первый раз самое лучшее взять воду, распределив между обоими руками, говоря намерение, я намереваюсь совершить обязательное омовение, мы обязаны делать сердцем. Также хорошо сказать языком. Почему? Потому что нам легче было сердцем, языком сказать. То есть я намереваюсь совершить обязательное омовение, то части рук мы ставим на лицо и отпускаем вниз так, что некоторые ошибки бывают, что человек оставляет нос, то есть край носа. И получается неполное омовение. Поэтому плотную держим и спускаемся вниз. Когда мы доходим до челюсти, разворачиваем руки так, чтобы мы оставались в обязательных частях лица. И поднимаем вверх, то есть обоими руками так. И также спускаемся и проводим внизу носа и на нижней части губы. Эти два участка, которые при мытье лица в основном остаются у людей. Поэтому получается, спускаемся вниз, разворачиваемся, поднимаемся также по обязательной и обратно спускаемся, и внизу носа, и под конец можно та вода, которая у нас течет, чтобы полностью вытекла. То есть внизу челюсти проводим. Первое, когда мы обязательно делаем, то есть проходим так. Во второй раз, когда мы уже суннат лицо моем, в этом случае нам уже можно выходить за границу обязательно. То есть беря и уши, и верху часть лба. То есть это будет примерно так. Ашхаду ан ла илляха илляллах вахдаху ла шарика лаху ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулюху. И мы завершаем желательное вместе с суннатами. Причина в том, что первый раз нам надо стараться обязательно, чтобы мы, не оставляя желательно, не вышли, и чтобы вода у нас не стала использованной. Для этого хорошо будет, чтобы первый же раз человек провел по обязательной. Что касается женского пола, у нас вот здесь есть кость, когда мы так притрагиваемся. У некоторых женщин, если есть здесь волосы, то они за ухо их закидывают. Но некоторые даже не знают, что вот именно, которые здесь находятся на кости, которые есть волосы, хоть какой они длины будут, они обязаны полностью эти волосы помыть до края. Недостаточно этого. Поэтому, как в арабских странах принято, женщины или бреют этот кусок волос, который здесь находится. Если у кого-либо оно будет, то они обязаны полностью и волосы тоже вместе с ним помыть. Или убрать эти волосы. В третий раз, когда мы моем, Аллахумма байз ваджхи бинурика яума табьяду вуджух ауляйка ва ла тусаввиду вуджух зувалька яума тасваду вуджух а'дайк. Астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах. После того, как мы завершили мытье лица, мы переходим к мытью рук, локтей с предплечьями. То есть обязательно являются руки с локтями, а та часть, которая предплечье является, это является суннатом. Когда мы моем руки, то полностью, если мы приподнимем, то
то в этом случае вода может в середине полностью оттечь. Поэтому хорошо будет, чтобы чуть приподнять и провести рукой. Ашхаду ан ла иляха илляллаху вахдаху ла шарика лаху ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулюху. Основные ошибки, которые мы при мытье рук с локтями, то, что совершаем, мы моем руки, оставляем промежность между пальцами. То есть там вода не доходит. Хоть мы в начале при мытье рук, хоть между пальцами пропускали, но когда уже руки с локтями доходим, то получается мы просто проводим, но между пальцами не пропускаем. И также, который может быть ошибка, то большой палец даже не притрагиваемся к воде. И также, который у нас получается ошибка, это вот эта часть, которая не достает воды или где-то вот здесь. То есть не доходит вода. Поэтому хорошо будет сделать так, чтобы ничего не пропустили. То есть слегка приподняли, дошли до суды, развернули руки. Когда уже дошли до самой руки, полностью пальцы пустить внутрь. И когда дошли до верхней части пальца, развернуть и также спустить их внутрь. И тот палец, который основной у нас остается без воды, полностью взять рукой. И также, не отделяя руки, по ребру спуститься до конца вниз, чтобы тот угол, который говорились вначале, пропускать, чтобы сделали. И та предплечье, которое желательно, полностью обхватить. Сейчас, если в быстром виде показать, то оно получается примерно. Аллахумма а'тини китаби биямини ва хасибни хисабай ясира. То в этом случае даже и вода остается, и вся часть руки будет омыта вместе с желательной частью, то есть вместе с сунной. И в третий раз астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах. И так же, как и правую, мы моем левую руку тоже. Когда мы моем левую руку, то у нас уже правая рука бывает подобие черпака. То есть мы набираем в правую руку и моем левую. Ашхаду ан ла иляха илляллаху вахдаху ла шарика лаху ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулюху. Во второй раз моем. Аллахумма ла ту'тини китаби бишимали ва ла ми вараи лахри. И в третий раз астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах. После того, как мы закончили мытье рук вместе с локтями, мы переходим к мытью головы. Имеется в виду масху. При мытье масху, также, что желательно является полностью по шафи'итскому мазхабу, полностью помыть. Также мочим полностью пальцы рук вместе с руками, ставим большие пальцы на виски и указательные пальцы вместе. У некоторых бывает, что руки маленькие, не доходят, а у некоторых большие. Если есть большие руки, то в этом случае пальцы пропускаем между собой и проводим. Ашхаду ан ла иляха илляллаху вахдаху ла шарика лаху ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулюху. Когда мы моем голову, имеется в виду масху, то у нас остается вот эта часть, нетронутая водой. То в этом случае мы также ставим руки, проходим назад, и когда дошли назад, то большой палец просто переводим за ухо и возвращаемся обратно. В этом случае получается, что мы омыли полностью голову. Во второй раз Аллахумма харрим ша'ри ва башари алян нар. И в третий раз астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах. После того, как мы закончили мытье головы масху, мы переходим также желательному мытье ушей. Мытье ушей мы проводим указательный палец, ставим углубление, и который вокруг уха находится каналом, проходим по ним, пока не дойдем до самого начала, имеется в виду. И после этого мы берем большой палец, за ухо проводим, чтобы большой палец вышел полностью. И после того, что мы не трогали
не использовали ладонь, полностью моем ухо. И это все мы делаем 3 раза. Первый раз. Ашхаду ан ла илляха илляллаху вахдаху ла шарика лаху ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулюху. Во второй раз. Аллахумма адж'альни миналлазина ястами'уна кауля фаяттаби'уна ахсана. И в 3-й раз. Астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах. После того, как мы закончили мытье ушей, мы переходим к мытью ног вместе с желательными. И также, когда мы рукава или штаны приподнимаем, начинаем с левой стороны, заканчивая правой. И при завершении омовения спускаем с правой стороны и заканчиваем с левой. При мытье ног желательно является мизинцем мыть, начиная с мизинца снизу. И также, если не получается, помогая большим пальцем, так, чтобы помыть между пальцами. Основная ошибка, которую мы совершаем при мытье ног, это нижняя часть чашки оставляется непомытой. И также желательной суннатом является чуть-чуть побольше протереть пятку. Также, как и вначале говорилось, мы переносим кувшин и начинаем мыть правую ногу, начиная с мизинца и с руки мизинца. Ашхаду ан ла илляха илляллаху вахдаху ла шарика лаху ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулюху. И ноги моем мы также 3 раза, читая первый раз «Ашхаду ан ла илляха илляллаху вахдаху ла шарика лаху ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулюху». Во второй раз мы читаем «Аллахумма саббит кадамайя аля сирати яума тазилу фихи л-акдам». И в 3-й раз «Астагфируллах, астагфируллах». При мытье правой ноги мы начали с мизинца и также с рукой мизинца и подошли к большому пальцу. А с левой стороны мы уже с большого пальца доходим к мизинцу. Также. Ашхаду ан ла илляха илляллаху вахдаху ла шарика лаху ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулюху. Во второй раз также мы много читаем «Аллахумма саббит кадамайя аля сирати яума тазилу фихи л-акдам». И в 3-й раз «Астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах». После того, как мы завершили омовение, желательным суннатом является 3 раза выпить воды. После того, как мы выпили 3 раза воды, также желательным является побрызгать воду на штаны. После этого мы переходим к дуа. По завершению. Дуа мы делаем, приподнимая руки, смотря в небо, так, чтобы подмышка была видна. И читаем. Ашхаду ан ла илляха илляллаху вахдаху ла шарика лаху ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулюху. Аллахумма адж'альни минат таввабина вадж'альни минал мутатаххирин вадж'аль мин ибадика салихин. Субханака Аллахумма ва бихамдика ашхаду ан ла илляха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Ва саллаллаху аля сайидина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ва саллям. После этого мы читаем суру «Инна анзальнаху фи лайлатил кадри» 3 раза. И после того, как мы прочитали суру «Инна анзальнаху фи лайлатил кадр», мы совершаем 2-ракатный суннат намаз.